Алексей, хочу сначала немножко конспирологии, которую я очень люблю, и вы тоже, но тем не менее. Вам уже задавали вопрос на пресс-конференции по поводу Татфонбанка, что это, в принципе, возможная атака на Татарстан, потому что мы лишились фактически второго крупнейшего банка в Татарстане, и что это, в принципе, может быть такая долгая цепочка по захвату, образно говоря, русскому захвату Татарстана. То есть тот же самый может прийти образный Сечин и отнять Акбарс через Татнефть. Ну, к примеру, например. То есть как вы относитесь к такому мнению? Я понимаю, что мы не можем точно знать, но тем не менее хотелось бы узнать, как вы к этому мнению такому относитесь. Я конспирологию тоже люблю, а в этот раз, мне кажется, даже никакой конспирологии особенно не нужно, чтобы увидеть в целом по всей России наступление федерального центра на права регионов, особенно богатые регионы. Ну, мы же видели недавно, как у вашего соседа, у Башкирии отняли Башнефть и сделали это совершенно глупо, потому что Башнефть по управлению компанией со всеми ее проблемами была лучше, чем Роснефть. То же самое Татнефть. Я акционерую, между прочим, мелкий акционер, и точно небольшой там фанат Татнефти с точки зрения корпоративных процедур, но я вижу, что управляется она лучше, чем Роснефть, налогов она платит больше, чем Роснефть. Поэтому, мы видим в целом тренд наездов Кремля на богатые регионы и изъятие у них денег – это просто факт медицинский. Мне кажется, я, конечно, не знаю и не видел видеозаписи, как Медведев и Путин сказали кому-то, что давайте, как сейчас там Минниханова моем за то, что он говорит такие некрасивые вещи, не стесняясь телекамер. Но то, что происходит, конечно, оно очень сильно похоже на то, что республика, ну и парадоксальным образом все граждане республики должны быть наказаны за то, что ваш губернатор сказал слова, которые, в общем-то, думают все остальные губернаторы. Возмутился несправедливым распределением денег между федеральным центром и регионами. Это очень сильно похоже на то. Ну, кроме того, есть совершенно очевидный факт, что совсем недавно Центральный банк заявлял о том, что он проведет санацию, и все останутся с деньгами. А сейчас вдруг внезапно сказали, что санации не будет, и все остались без денег. И тогда возникает вопрос, ну а почему Центральный банк гораздо более проблемные банки спасал и гораздо больше денег выделял, а сейчас вдруг решил этого не делать внезапно? В том числе и уже был конкретный санатор, практически был. Конечно, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому, я же расследую коррупцию в банках, в частности в банке ВТБ. Ну, я вижу, банк ВТБ это просто, извините меня, такая воровская кормушка. Тем не менее, даже туда дали 10 миллиардов долларов для того, чтобы вот этих вот воров спасти, им немножко помочь. А сюда почему-то не хотят давать ничего, хотя здесь вот есть настоящие, в самом делешние обманутые вкладчики, которые в том числе сюда придут ко мне встречаться. Это обычные физические лица, это не олигархи, но тем не менее их почему-то решили кинуть. Декабря Рустам Минниханов, в котором он подверг критике финансовые отношения с Москвой по поводу налога на прибыль. Не знаю, знаете вы или нет, то есть Минниханов, я так понимаю, естественно, понимал, что он говорит. Это вышло, видео попало в сеть, и ведущие СМИ Татарстана, которые, кстати, здесь сегодня присутствуют, потом это видео удалили. То есть, соответственно, была, наверное... Я удивлен. То есть это что было? Непонимание или непонимание, что ты говоришь? Или что будет такая реакция, которая в том числе дошла до федеральных СМИ? Конечно, он сделал это специально. Я думаю, что он сделал это специально, но просто по объективной причине. Потому что у Татарстана нет денег, чтобы развиваться. Потому что у Казани нет денег, чтобы развиваться. Но посмотрите на бюджет Казани. 20 миллиардов рублей. Ну, это смешная цифра. Смешная цифра. В Москве на благоустройство участка Садового кольца тратят 12 миллиардов рублей. А здесь огромный город должен жить на 20 в течение года, финансируя всю социальную сферу. Это просто не работает. Поэтому, как я уже сказал, Минниханов произнес то, что думают другие губернаторы. Я точно не фанат Минниханова, не сторонник его. Он член Единой России. И этим для меня все исчерпывается. Но он сказал правильные слова, что тут говорить. Жители республики, вы знаете, что договор о разграничении полномочий между Татарстаном и Москвой – это единственный договор на данный момент в России, который в ближайшее время срок его полномочий заканчивается. Вы высказываетесь за то, чтобы не продлевать договор, поскольку то, что вы сегодня уже сказали. То есть и так вы выступаете за то, как кандидат в президенты, как будущий возможный президент, за то, чтобы деньги и полномочия больше отдавались, в том числе в регионы. Как вы считаете, такое ваше мнение может ли повлиять как-то на избиратели Татарстана, поскольку огромная часть, например, как минимум, очень ратует за то, чтобы должность президента Татарстана, например, также называлась именно президент. Кстати, также единственный остался у нас в России. Я считаю, что моя позиция повлияет исключительно благоприятно.
Потому что моя позиция заключается не в том, что нужно отменить двусторонний договор между Россией и Татарстаном, а моя позиция заключается в том, что при президенте Навальном эти договоры вообще будут не нужны. Потому что я и так предлагаю отдать больше денег и больше полномочий в регионы. И не потому, что я выступаю за сепаратизм или хочу заигрывать там, с республиками, и в частности с Татарстаном, а просто потому, что я вижу, что нынешняя система обанкротилась. Вот они, Путин, 17 лет шаг за шагом отнимали деньги и полномочия. Ну и вопрос, а что лучше стало? Ответ – нет, стало гораздо хуже. Когда ты отнял у мэра города возможность управлять своим городом, ну, он не стал менее коррумпированным. Просто он хуже управляет городом. Ну, ни у кого ничего нет. Власть, местная власть, потеряла даже малейшие стимулы, например, развивать бизнес, вообще чем-то заниматься. Потому что неважно, как к тебе относится население, неважно, есть у тебя бизнес или нет у тебя бизнеса, все равно у тебя деньги отнимут. Все твои усилия пропадут. Поэтому единственной задачей мэров и губернаторов в современной России стало просто понравиться Путину, заниматься таким лизоблюдством. И эта система абсолютно порочна. Поэтому я считаю, что наибольшие полномочия должны быть переданы даже не губернаторам и республикам, а ниже, мэрам городов, там, Казань, Набережные Челны и так далее. Потому что мэры городов и мэрии – это тот уровень власти, где решается наибольшее количество проблем, с которыми сталкиваются люди. Ну и республики должны получить больше денег и больше налогов, чтобы у них был стимул. Хорошо работаешь, больше денег собираешь, больше сможешь потратить на свою республику. Вот именно так. А как вы будете выстраивать отношения с регионами? То есть я, конечно, читал и уже это все слышал, но тем не менее хотелось понять, как вам в Уфе вчера задавали вопрос по поводу, какой-то регион является дотационным, какой-то регион является донором, в части вот конкретно про Татарстан. Есть ли у вас понимание, как вы в качестве президента будете решать вот эти вопросы, в том числе то, о чем говорил Минниханов? Или просто мы даем просто больше денег и все? Естественно, власть – это комплексная вещь. И взаимоотношения между федеральной властью и региональной, они не исчерпываются, вот вам больше денег и все. Конечно, для меня главное – это ведение демократических процедур везде. Ну, например, вашей власти, Минниханову, наверное, нравится моя идея о том, что они должны получить больше денег. Но им, наверное, не нравится моя идея о том, что должны быть нормальные выборы, что не нужно фальсифицировать на избирательных участках, и что судебная система должна быть отделена от государства и быть независимой. Потому что сейчас, идите выиграйте суд у Минниханова или у Единой России. Ни одного случая нету. Даже когда они на 100% неправы, вы никогда не выиграете у них суд. Поэтому моя идея взаимоотношений между всеми, она заключается просто в демократии. Есть процедура. Но это не общие слова. Нет, это не общие слова. Это как раз абсолютная конкретика. Моя идея заключается в том, что да, они получают больше полномочий и больше денег, но несут больше ответственности перед своими избирателями. Ну, тут уже и судебная система, включается и правоохранительная. Конечно, да. То есть правоохранительная система в основном, в первую очередь, должна быть федеральная полиция. Федеральная полиция, которая занимается какими-то основными случаями коррупции. Должны быть независимые прокуроры, которые могут в любой республике, в любом субъекте федерации действовать, не подкладываясь под губернаторов, не бояться расследовать их коррупцию в том числе. Но это комплексная вещь. Но в целом, конечно, она должна базироваться на демократических процедурах, на свободе средств массовой информации. Вы же сами привели пример, когда ваш Минниханов сказал какую-то замечательную вещь, а потом татарстанские СМИ эту вещь вырезали. Это говорит о том, что СМИ подконтрольны, и они не выполняют свою общественную функцию. Вот я налажу систему в целом в стране, которая будет базироваться на независимости СМИ, на демократических процедурах, на независимости судебной системы. И это лучший способ общения между всеми, потому что никому же не нужно, чтобы президент Навальный просто дружил с президентом Татарстана. Потому что сегодня он дружит, а завтра, значит, они разругались и стало хуже. Нет. Не нужна дружба или вражда. Должна быть какая-то нормальная схема взаимоотношений. Передавать хотите больше полномочий именно даже не губернатору, а мэрам конкретных городов, в данном случае пусть это будет Казань. А чем это, собственно, отличается? То есть у нас, например, команда одна и та же. Что президент, что мэр. Отлично. Я не только предлагаю больше денег дать регионам, я требую, это главная вещь, в регионах вернуть выборы. У вас нет никаких сомнений, все знают, все в республике знают, у вас есть два клана. Вот Минниханова, вот есть Шаймиева. Вот они поделили весь между собой бизнес. И все понимают, кто кому подчиняется на региональном уровне, на городском уровне. Но если будут нормальные свободные выборы без фальсификации, эта система изменится. И у меня не будет такой вещи, когда там одна и та же команда. Кто выиграл, тот и выиграл. Вот так. Это должна быть конкуренция. И в том числе ранее не представленные политические силы, вытесняемые отовсюду.
Татарские националисты или русские националисты, они должны иметь свое политическое представительство везде, конечно, потому что сейчас есть одна единая Россия, и больше нет никого. Она все зажала и больше никого не пускает. Хотя на самом деле она не представляет большинство населения. Для того, чтобы эти языки, собственно, продолжая на них говорить, нужно вливание средств и в СМИ, и в фильмы, и в искусство, и так далее, и так далее. Но неужели вы думаете, что весь вопрос только в деньгах? То есть, образно говоря, пример, что вот у нас Татарстан, у нас парламент есть, Госсовет называется. И татарские националисты, например, те же самые, которые заявляют, что, слушайте, там ни одного заседания татарском уже не проводят. В Казгордуме нет там перевода на татарский язык. Это же уже зависит не от денег, а именно от желания властей это делать или нет. Хотя, например, татарский язык в школах у нас преподают много, даже иногда больше, чем русского. Преподавать или вопрос переводить заседание Заксобрания на татарский язык. Это вопрос того, чтобы люди продолжали его учить. Кому-то хотелось говорить на татарском языке. Если ты хотел бы пойти в театр и посмотреть спектакль, постановку на татарском, ты ее получил. Ты увидел регулярно какой-то нормальный фильм на татарском языке. В этом вопрос. И для этого нужно выделять деньги. Деньги довольно небольшие по сравнению с безумными расходами, которые есть везде. И тут, опять же, тут не нужно городить огород и что-то придумывать. Мы вполне видим позитивный пример сохранения языков, которые не являются там доминирующими, но они доминируют в какой-то области, в европейских странах и так далее. И мы должны учесть негативный опыт разных стран, когда мы видим, что легко очень потерять какую-то национальную культуру, а восстановить ее потом практически невозможно. Поэтому есть всякие сложные политические вопросы. Понятно, что все разыгрывают национальную карту всегда и будут ее разыгрывать, но должна быть база. Эта база заключается в том, что нужно финансировать те вещи, где язык живет естественным образом. Это книги, это культура. Сейчас разыгрываю национальную татарскую карту. Как вот, если вы смотрели мою пресс-конференцию вчера в Уфе, туда пришли 3 группы националистов. Башкирские, татарские и русские. И все они сказали, мы тебя поддерживаем. Они друг друга ненавидят, они друг с другом борются, но все они поддерживают меня по очень простой причине. Потому что я не пытаюсь их заставить что-то сделать. Я не пытаюсь их возглавить. Я им гарантирую одно, что в нормальной системе они все будут участвовать в выборах. Это один из примеров, как, на мой взгляд, можно привести ту же самую Каталонию. Но, однако же, чтобы каталонский язык, каталонская культура не прекращалась, собственно, местные власти принимали законы, то есть, по сути, они были не по сути, автономные, и принимали законы, которые не то что противоречат, они являются другими по сравнению, образно говоря, с федерацией, ну, с руководством Испании, неважно. У нас получается, как добиться этого? Да, у нас есть там своя конституция, но те же самые образовательные программы в школах, например, это же для этого нужны политические, в том числе, права. И кто это даст вообще? С чего вдруг? И обратите внимание, несмотря на то, что в Каталонии принимали какие-то законы противоречащие центральной власти, никто от этого не умер. В США законы штатов принимают, которые очень часто противоречат федеральным законам, и штат от штата очень сильно отличается, и никакой трагедии от этого не случилось. Я предлагаю признать очевидное, что многие республики в существенной степени отличаются друг от друга. Различия между Казанью и Москвой не настолько велики, как принято об этом говорить, но они все-таки есть. И в частности, здесь есть постоянно возникает тема языка. Эти все вопросы можно решить, как я уже сказал, 2 вещами. Первое, нужно дать то, что принадлежит по праву. Ну, слушайте, налоги, если мы не говорим о налоге на добычу полезных ископаемых в основном, да, но они, в общем-то, по справедливости должны в основном оставаться там, где люди их платят, где зарабатывают. Ну, верно же, верно. Поэтому мы должны решить вопрос распределения денег и полномочий, и мы должны финансировать все эти культурные вещи. Никакого противостояния нет. Вот это же выдуманный концепт, что если сейчас мы дадим больше власти в Татарстан, то Татарстан отделится там куда-то от России и присоединится к Новой Зеландии. Но это же чушь. Ну, чушь, которую просто придумали. Да, это будет регион, в котором есть свои особенности. Ну, а сейчас, что ли, нет этих особенностей? Ну, нужно признать просто очевидное. Татарские националисты, они в корне вас не поддерживают, потому что они мало того, что хотят его пролонгировать, так они еще хотят, соответственно, получить побольше. Вы говорите о том, что договор не нужен, поскольку вы и так на это готовы. Но это, знаете, это вот вы нам объясняете, а другие это не понимают. Тем не менее, если вы к 2018 году, к выборам, если вас допустят, будете об этом говорить, то татарские, например, те же самые националисты, я думаю, что в Башкирии уже нет договора,
они будут до конца пытаться защищать права, именно для них это принципиальный момент. Договор, должность президента. Я понял. Хороший вопрос. Только татарские националисты будут горой за Единую Россию? Или они будут горой за Путина, который вообще все отнимает? Они считают, что Навальный для них недостаточно радикален, но при этом они должны поддержать власть, которая просто ограбила, которая отняла налоги, которая отжимает вообще все на свете, которая не дает местному губернатору даже пикнуть о том, что должно часть налогов оставаться. Я реалистично к этому отношусь. Я понимаю отлично, что я не смогу удовлетворить политические интересы всех политических групп. Нет, они не занимают превалирующие. Они, может быть, занимали бы ее на честных выборах, но пока превалирующую позицию занимает Единая Россия. А Единая Россия выполняет задачу партии и правительства. И сейчас задача партии и правительства, чтобы все бы отнять все и отдать в регионы. Мы видим, это происходит каждый год. И вновь сокращается пропорция, например, налога на прибыль, которая остается. Поэтому штука такая. Вам, значит, важен вам шашечки или ехать? Вам договор или деньги? Спрашиваю я в вашем лице у татарских националистов. Значит, я говорю совершенно четко. Я считаю, что деньги и полномочия должны передаваться в регионы, потому что это правильно, потому что регионы иначе развиваться не могут, и мы убедились в этом за последние 17 лет. Вот и все. Вы упраздните должность президента Татарстана? Мне все равно, как называется здесь глава. Какая разница? Нет, Путин же сокращает, я так понимаю, в Башкирии же заставили переименоваться. Один Татарстан остался. Мне все равно. Вот, людям в Татарстане нет. Значит, я считаю, что как люди в Татарстане решат, так и пусть называется. У меня, предположим, я президент. У меня нет ни малейшей ревности, что я не единственный президент в стране. В конце концов, всегда остается президент шахматной ассоциации или что-то типа этого. Какая разница? Для чего существует страна и для чего существует Республика Татарстан? Для того, чтобы в них хорошо жили люди, получали нормальную зарплату и называли своего лидера, как им заблагорассудится. Как угодно. Пусть завтра назовут его великий вождь или как угодно. Референдум – это местный вопрос. Назвали и назвали. Я вполне поддерживаю любое волеизъявление граждан. То есть на референдуме решать этот вопрос в Татарстане? Почему нет? Полномочий денег им больше мэром, чем губернатором, вы сказали, что тогда не будет проблем у президента Татарстана. Что вы имели в виду? Какие проблемы у президента? Что не будет проблем с президентом Татарстана, если конкурировать между собой будут Челны и Казань. Главная идея, в том числе Кремля и тех людей, которые выступают за супердецентрализацию, заключается в том, что нужно у регионов отнять деньги, чтобы не было сепаратизма. Что, мол, когда у президента Татарстана будет много денег, он моментально отделится от России, как я уже сказал. И мы довольно часто видим и видели, на самом деле, ситуацию, когда главы регионов имеют тенденцию превращаться в таких царьков. Если у них очень много денег, они поджимают под себя судебную систему и так далее. Я считаю, что главный способ борьбы с этим – передать полномочия еще ниже. То есть для того, чтобы не конкурировали не республики между собой, а большая часть власти была ниже, чтобы не конкурировали не Татарстан и Башкортостан, а конкурировали Казань и Набережные Челны. За инвесторов, нет, внутри республики. Казань и Набережные Челны, и Уфа в том числе. То есть уровень конкуренции снижается, он становится не республики, а именно уже внутри республики, поэтому я правильно сказал. То есть вот есть инвестор, он хочет сделать производство в Татарстане. И одни условия им предлагает Казань, другие условия им предлагают Набережные Челны. И он выбирает. И здесь, поскольку мы снижаем вот эту вот конкуренцию с регионального уровня на городской уровень, мы тем самым, как мне кажется, ликвидируем особенную опасность, пусть даже гипотетическую, того, что региональные лидеры начнут превращаться в таких князей. Насколько вы просчитываете процентов в Татарстане, если вас допустят к выборам? Может быть, и какую-то социологию вы уже проводили, помимо того, сколько здесь количество сторонников, сколько зарегистрировалось. То есть Казань крупный город, миллион, это объективно ваша изначальная аудитория. В Казани, в Татарстане я рассчитываю на большинство голосов. И я говорю это без какой-то иронии. Я отдаю себе отчет, что сейчас моей главной проблемой является то, что люди просто не знают про мое существование. Но мы им, в том числе с помощью деятельности нашего штаба, донесем это все. И я уверен, что я являюсь единственным кандидатом, который говорит о реальных проблемах, и единственным кандидатом, который бросает настоящий вызов коррумпированной политике Кремля. Эта политика не нравится никому, и поэтому я надеюсь получить большинство в вашей республике. Спасибо большое.